Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 20 июля 2022 года. С вами снова я, Порти Аслан, на канале Реалити. Так, друзья, сегодня я решил провести стрим в ТикТоке. Так, заходите, друзья, распространяйте наш стрим, ссылку на наш стрим в социальных сетях, ставьте лайки. Лайки можно ставить без ограничений. Чем больше вы их поставите, просто по экрану надо пальчиком тыкать и все. Чем больше вы поставите, тем ТикТок больше покажет. А я перед началом, как обычно, хотел бы рассказать об сводках с полей фронтов, которые нам сообщает Генеральный штаб Збройных сил Украины. Так, друзья, сейчас все покажу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Так, вот они, Збройные силы Украины. Так, 8 часов назад сообщает Генеральный штаб Збройных сил Украины с 24 февраля по 20 июля 2022 года уничтожено за прошедшие сутки 200 оккупантов. Итого их стало 38 750 штук. 1700 танков, кругленькая цифра, поздравляю танкистов российских. За прошедшие сутки 9 штук уничтожено, итого их стало 1700. Боевых бронированных машин 3905. Кстати говоря, вот такая круглая цифра, 1700 танков за почти 5 месяцев боев. Мне кажется, этот день, сегодняшний, 20 июля, можно объявлять День российского танкиста. Ну и, короче говоря, с летчиками тоже у нас все отлично. Сейчас про них тоже расскажу. Боевых бронированных машин 3905 плюс 13 за прошедшие сутки. Артиллерийских систем 856, 5 за сутки. 250 РСЗО, 2 штуки за сутки. Антиаэркрафт 113 штук, как и было. 221 самолет за прошедшие сутки, 1 сбит. Предположительно сообщалось, что это Су-35. И 188 вертолетов. Вертолет не сбит ни один. И уже в последние дни, уже недели, очень мало сбивают вертолетов и самолетов. Это говорит только лишь о том, что украинское небо защищено. 703 БПЛА оперативного тактического уровня, 10 штук за прошедшие сутки, крылатых ракет 167 сбито за все время, 15 кораблей-катеров, 2775 автомобильной техники и цистерн всего и 8 штук за последние сутки. Специальная техника 70 штук, тоже без изменений. Без изменений. Так что вот такие вот потери у оккупантов. И 20 июля можно объявлять смело днем российского танкиста. Я вот, если не забуду, буду их поздравлять с этим праздником. Так. Провел телефонный разговор верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе и командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Коволли. Поздравил генерала, это Залужный все, общение Залужного. Поздравил генерала Коволли с назначением на этот важный ответственный пост. Европа переживает трудные времена, но сейчас пишется ее история. Каким это будет, во многом зависит от нашего сотрудничества. В ходе беседы мы обсудили ряд рабочих вопросов, в том числе подчеркнули важность совместной работы наших офицеров на уровне штаба. Наш двухсторонний интерес с генералом Коволли
постоянному общению является хорошей основой для активизации военного сотрудничества Украины и НАТО. Главнокомандующий Збройных сил генерал Валерий Залужный. Так. Ну, здесь много убитых орков. Идет подготовка сил территориальной обороны ЗСУ к сопротивлению. Вместе мы победим. 100% Украина победит и выстоит. В противном случае мир. Украину, конечно, ждет ад, который мы наблюдаем сейчас в Чеченской Республике. Мир ждет черное, десятки лет, черные, темные времена, если Украина не выстоит. Это теракты, это убийства, это болезни, это ужас, что ждет. Потому что русские фашисты должны быть остановлены в Украине. И солнце свободы должно зайти со стороны Украины. Так, ассаламу алейкум, Баурым. Ва алейкум ассалам. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Привет с Украины, слава Украине, героям слава. Витаю вас, Украина. Сколько Украине выделили миллиардов инвестиций в землю? Так. Дудаев сила, Ахмад Могилов, говорит. Украина, абсолютно с вами согласен. Украина, Ичкерия похоронят фашистскую Россию. Спасибо за подарки. Богдан, да, по-моему? Богданчик. Дуже дякую, Богданчик. Ахмад, это чай, а не сила. Да, Липтон. Да. Липтон. Так, друзья, задавайте ваши вопросы. Вы сами понимаете, что вы говорите, Натали? Очень хорошо понимаю, Натали. Очень хорошо. Так, Кавказ похоронит Россию. Я согласен, мы вобьем осиновый кол в их фашистское сердце. Кстати говоря, за прошедшие сутки было уничтожено 200 оккупантов, и это говорит о том, что очень сильные боестолкновения происходят. Очень сильные. Конечно же, когда погибает 200 оккупантов, не всегда, конечно же, но ясно, можно предположить, что погибают и наши люди, сражающиеся против оккупантов, как воины украинские, так и мирные люди погибают. И в связи с этим, конечно же, хочется каждый раз выражать соболезнования родным и близким. Очень жаль, что война идет, гибнут люди. Но, знаете, вы столкнулись с абсолютным злом. Но некоторые этого не понимают. И если бы, когда мы столкнулись с этим злом, когда Джохар Дудаев призывал весь мир помочь, если бы сегодня встали бы и грузины, и украинцы, и казахи, и литовцы, и все, которые поляки, которые пострадали, могут пострадать, то, конечно, бы до этого сегодняшнего дня это не дошло бы. Тогда бы просто поставили бы Россию на место, посадили бы туда нормального президента, взяли под контроль все это, и они нормально, демократически действующие, реальные, действующие демократические институты создали бы, которые могли бы помочь россиянам стать нормальной цивилизованной страной. Но тогда был грабеж Советского Союза, наследие Советского Союза, и всем было не до этого. И Западу, и Европе, и Украине, особенно элитам. Да, народ-то понимал и нас поддерживал, пока потом много пропаганды не появилось. И нас начали очернять и так далее, и так далее. Поэтому, к большому сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Если сегодня, и этому есть продолжение, конечно же, если сегодня не остановит Украина это зло, то нас ждут реально очень страшные времена. На десятки лет мир, не только Украина, мир превратится в Бучу, в Самашки, в Алды, в Чеченскую республику Ичкерия, оккупированную русскими фашистами. Вот во что превратится. И это именно то, о чем говорил Джохар. Если вы сегодня говорите
Чечня внутреннее дело России, он говорил Европарламенту, когда Россию туда приняли, когда ее там дали почести, сказал, наступит время, когда Европа станет внутренним делом России. И сейчас Украина, часть Европы, стремящаяся в Европу страна, если она не выстоит, то, конечно, следующее будет уже и Польша, и страны Балтии, может быть, будут нападать не прямо, ну, могут с Беларуси нападать, уже с новой оккупированной Украины нападать, однозначно будут. Все, кто принимает участие в боевых действиях против фашистов, Валерий Залужный, другие генералы, будут убиты, будут преследуемы, ну, в случае проигрыша, конечно же. Это невероятный я просто сценарий говорю, это фактически невозможно. Но все, кто принимал участие в войне против фашистской России, будут или перевербованы и должны будут убивать своих же вчерашних братьев для того, чтобы сохранить свою жизнь. Или же будут просто уничтожаться. Все, кто думает, сейчас большинство в Украине против оккупации, кто-то думает, говорит, не все воюют, но многие сопереживают, сочувствуют своим бойцам, своей стране. Вот эти люди будут подвергаться репрессиям, убийству, выдавливанию из страны. По их плану, вот есть такой депутат Единой России Евгений Федоров, который очень много рассказывает. Это доверенный человек Путина, это голова Путина, говорящая голова Путина. Так вот он, говоря про Чечню, про Украину, как-то сказал, что вот говорит, ну как же так, Украина там не подчиняется, там третье, десятое, там оккупировали только, смогли только часть Луганской и Донецкой области. Ну вот такой у них разговор идет, ему задают вопрос, он говорит, ну для того, что... А чеченцы в это время выгнаны все на митинг, поддержку Путина, по-моему, Путина и Кадырова, всех бюджетников, ну как они умеют, это такой советский метод всех выгонять на улицу. Там. И они обозвали это миллионный митинг. В Чечне миллион населения, и они сказали, что это миллион. Но вышло на самом деле очень много людей, около 100 тысяч, может, было, 50 тысяч было людей. И этот вопрошающий задает вопрос этому Евгению Федорову, говорит, ну вот в Чечне же, смотрите, как поддерживают Путина, там, туда-сюда. Федоров на голубом глазу говорит, ну, чтобы так произошло, нужно у нас уничтожено 30%, чтобы вы понимали, население. Он говорит, в Украине, чтобы вот так поддерживали Путина, ну, 20% нужно уничтожить, он говорит. То есть из 40 миллионов, да, если сейчас, можно сказать, 40 миллионов украинцев, то 8 миллионов человек, депутат Государственной Думы, доверенный человек Путина, он говорит, это не от себя, там целая фабрика мыслей в этом направлении. 8 миллионов украинцев морально они готовы уничтожить, чтобы вы выходили на митинги, как выходят чеченцы. Вот этот сценарий 8 миллионов, я могу со стопроцентной гарантией сказать, что это произойдет, если Украина не выстоит. Они убьют и миллион, и 2, и 3, и 8. Вот какие ужасные это товарищи. Их нужно остановить. Главный враг, там отвлекаются, вам приезжают разные гибнюки, которые вроде против Путина, там война Путина и так далее, и так далее. На самом деле главный враг, конечно же, это ФСБ, это Лубянка. Это вот фабрика имперской мысли. Это они направляют, они новое дворянство, как они себя представляют. И в Украине об этом не говорят, потому что очень много в Украине связей СБУ с ФСБ. Сейчас какие-то процессы пошли, сейчас начали замечать мы, как работает СБУ, кого-то задерживает, там это, третье. Но сейчас Зеленский снял начальника СБУ, главного там, снял еще там 5 районных СБУшников и так далее, и так далее. Конечно же, это очень важная структура, спецслужба, но эта спецслужба должна быть просто кристально чистой.
Там должны работать просто такие патриоты, которых в жизни найти невозможно. Причем еще они должны быть грамотные и профессионалы. Это очень сложная задача, конечно. Таких людей надо годами, десятилетиями взращивать. В Украине было время, я надеюсь, там тоже есть такие, про которых я говорю, СБУ большое, которые будут болеть за свою страну всеми фибрами своей души. Поэтому вот кто враг. А я на украинском телевидении среди украинцев не слышу про ФСБ, я не слышу. Не слышу про Патрушева, какого-то подкидывают Кадырова, бурятов. И все, о, буряты нам приехали, о, там кадыровцы приехали. Все это ерунда. Бурятам до вас нет никакого дела. Это оккупированный бедный народ, который уничтожается оккупантами. Никакого развития в Бурятии они не делают. Как они это не делают ни в Чеченскую республику, которую они стерли с лица земли. И так далее, и так далее, и так далее, друзья. Поэтому главный враг это ФСБ. Запомните это. Раз и навсегда, да. Так, почитаю ваши вопросы. Привет из Калмыкии. Привет, Калмыкия, витаю. Братья, борода у тебя так сиво стала. Не нервируй, все переможемо. Не нервуй, переможено. Теж сиво стало. Теж сиво. Не понял я, конечно, подпольная журналистика. Но вы переможете. Мы вместе переможем. В этом нет ни малейшего сомнения, друзья. Уже остановили же фашистов. Остановили. Залужный вчера сообщил, что мы стабилизировали фронт. Понимаете? 8 или сколько? 12, 13 приехало этих хаймарсов. И фронт стабилизировался. Друзья, если бы вы знали, какая паническая ситуация у русских, вы бы, наверное, от гордости просто не могли бы отпустить подбородок вниз. Это ужасно, что у них происходит для них. У них такой низкий уровень морального духа был, я не знаю, в начале или во время Первой русско-чеченской войны. Ну, просто парни абсолютно не мотивированы. Просто со знаком минус мотивированы. Они готовы на все, чтобы свалить с вашей страны. Так что все отлично. Так. Давайте почитаем еще. Так, почему вы разделяете нас, чеченцев, в то время, когда мы, чеченцы, должны объединяться? Но Чуборс 95. Ну вот 95 ты поставил с какой целью номер? Это тот номер, который в русском концлагере, в русском ГУЛАГе русские присудили оккупированной Чеченской республике Ичкерии. Но Чуборс с номером 95. Кого я разделяю? Таких, как ты, которые не понимают, что им присвоили номер, и они этим номером гордятся? Я против этого номера, я против фашистской России, я против всего, что связано с Россией. Всех их спецслужб, всех их там, этих разных агентов, везде, всюду, их культуры, их политики, всего-всего, я против этого. Если есть такие люди, и у меня с ними нет никаких проблем. Понимаешь, я никого не разделяю. А вот людей, которые 95-й регион ставят, которые заигрывают с фашистской Россией, которые делают то, что выгодно России, против них, с ними точнее, у меня ничего общего быть не может. Вот с таким намерением я вышел в публичное пространство. Кого я разделяю, скажи, пожалуйста. Так, слава Украине, Асланбек, марш Вовель, героям слава. Так, ты о чем? Чечня живет и процветает, говорит какой-то бедолага. Привет с Николаева. Витаю, Николаев. Сива седая, брат, у меня тоже такая подпольная журналистика. Да, я даже не знал, что она такая будет седой. Я уже несколько лет ходил без длинной бороды, без... Ну и вот смотрю, весь белый, серебряный весь. Ну, в этом есть своя изюминка, может.
Давай лаяк и кепки лило хак долш цахитерсу. Ибн Фуландео. Ибн Фулан говорит, что я не заслуживаю носить эту кепку. Какой-то аноним с арабским ником, который умеет писать по-чеченски, который спрятался, и его не видно и не слышно, говорит, что я не достоин носить эту кепку. А кто спрятался и арабизировался, он достоин, как ты считаешь, ибо? Так, Иран отказал Путлеру после его танца. Да, Асланбек, я видел. Аслан, пожалуйста, не уходи от вопроса. Но Чебор 95, пожалуйста, убери этот номер 95. Во-первых, если ты искренний, честный, свободный чеченец, а не подхолопный какой-нибудь там, кадыровец, ямадаевец или еще кто вы там есть. Убери номер 95, если ты против России. Задавай свои вопросы развернуто и открыто. Кого я разделяю, я тебя спросил. Я никого не разделяю. Я рассказал тебе свою позицию. Почему я должен ее менять, если я вижу, что за людьми стоят какие-то агенты, они выполняют действия российских спецслужб, почему я должен с ними идти на контакт? Потому что ты этого хочешь. Но я так не думаю. У меня свой путь. Я хочу от всего российского, от всего имперского отделиться. Только так мы спасем наш народ, который русские фашисты на протяжении 4 веков пытаются уничтожить. И в определенной степени им удается. В определенной степени физически уничтожить и деградировать часть нашего народа. Поэтому задавай вопрос развернутый, я тебе отвечу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам, азизи. Кафыров Рамзан Владимирович. Дудаев сила, Ахмад могила. Да, черноречие гуляет. Да, Асланбек. Аслан, ради Аллаха, не уходи от вопроса. Ну ты назойливый, я тебе скажу. Арабисты, чемодан, вокзал, Аравия. Мы с Сергеем Украина, не Россия, будем стрим делать. Рады будем видеть тебя на стриме. Подпольная журналистика. Присылайте мне сюда или же в YouTube куда-нибудь. Напишите мне, когда вы собираетесь. Будет время, с удовольствием готов принять участие. Аслан, как я понимаю, мой вопрос доходит до Аслана очень поздно. Да не доходит, кого я разделяю, ты мне ответь, елки-палки. Только демократия, как сказал Джохар Дудаев. Нарративы России нам не нужны. Да, именно так. Именно так. На скайп напишу. О, отлично. Давай на скайп. У нас очень жарко сегодня, друзья. У нас 39 градусов было сейчас. До 35 остановилось. Ну, жара просто невыносимая. Так, Владимир Владимирович, ты черт. Причем сам себе говорит, получается. И это пишет и Владимир Владимирович. Так, друзья, можно, да, стрим заканчивать. Я смотрю, вам уже не интересно. А у нас 42 тоже жара. Да, Самвел, это очень жарко, конечно. Так, друзья. Так, да. Так. Друзья, ну вы будете задавать вопросы или мне вам зачитать новость какую-то? А? Хорошо, если вы так хотите, я вам дам тогда послушать переговоры
переговоры россиян. Давайте, это очень интересно, я вам советую послушать внимательно. Ну, вас обстреливают, нет? Ну, каждый день. Напишите, слышите меня? Сволочи, хохлядское отродье. Да уроды, пипец. Нас давят, Ну, к вам. мы проигрываем пока. Ну, это у вас проигрываете, а там-то выигрывают везде. Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут. Не Не покажут. скажут, правда, никогда. Мы проигрываем. Конечно. Почему? Ну, давят нас, давят. Давит, да. Это, я вас уверяю, это только начало. Это только просто вот Украина получила хук из-под тишка. И сейчас просто перебазировалась, собралась, подкачала там мускулы. Пацаны подвезли, короче, биты. И сейчас начнется. Слушаем дальше. Вот так вот. Вот так вот. Сколько у вас осталось-то? Да, 6 да не шиша. Ну, ладно. Зачем так? Ну, сколько у нас первый батальон и мой 3-й батальон. У нас должно быть около 90 танков. А у нас осталось, знаешь сколько? У нас осталось, танков 14, наверное. Если все вместе взять за полк. Из полка осталось 14 танков. А артиллерии у вас нет? Есть. Есть артиллерия? Да, но она настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи. Так что все грустно. Ну, что пацанов привезли в Наро-Фоминск, в Москва. Обучили 2 дня там на танках, артиллеристов 2 дня за артиллерии сидеть. По 2 дня обучили, все отправили на передок. И они не могут попасть вообще, просто не могут. Ну, просто это жесть вообще. Вот и да. Как вы слышали, все у товарищей плохо. Россияне никак не могут смириться с тем, что тотально зачищают их войска под Харьковом, сообщает СБУ. Вот такие вот новости. Я вас уверяю, друзья, это только начало. Это только начало всего. Так, вчера, как сообщалось, был сбит Су-35 около 20:00 19 июля. Наши сбили фашистский Су-35. Слава Украине, как говорится. Так, Баканов снят, генеральный прокурорша тоже снят. Снято. Вот такие вот дела, Дион. Буряты и азиатские национальности часть сообщают о дискриминировании в России, сообщается. Так, этой записи 2 месяца, говоришь. Нет, это 10 часов назад закинуто СБУшниками. Так, этой записи 2 месяца. Нет, я ее не слышал ранее. А слава Украине, героям слава, слава Украине, и все будет Ичкерия. Героям слава. Так, у Украины много русского гриля в танках. Да, кстати. Салам из Украины, слава Украине, Аллах, Казахстан, Крым, Украина, Карабах, Азербайджан. С Херсоном тоже зачистка. Друзья, ближайшие дни или максимум недели будет широкомасштабное наступление. Я в этом не... У меня нет никакой инсайдерской информации. Русских террористов предупреждаю. ЗСУ мне информацию Генеральный штаб не сообщает. Это всего лишь мои предположения. Но то, что у русских все плохо, у украинцев все лучше, с каждым днем все лучше и лучше. И самое главное, моральный дух у русских упал так низко, что вот можно сравнивать с началом или во время Первой русско-чеченской войны, когда русские просто из паники с самострелами, самоубийством занимались, чтобы просто не попасть в плен. Вот на таком уровне находится сейчас русская оккупационная армия.
банда ФСБ пытается как-то реанимировать, сейчас пытаются там готовятся к всеобщей мобилизации. Для этого, конечно, нужно и вооружение, и снабжение, техника и так далее, и так далее. Все это они готовят. Отступать Путин и банда ФСБ не собирается. Это что было понятно, потому что они, вот эта фабрика мыслей, имперской мысли ФСБ, эти люди готовы уничтожить всех и русских, и нерусских, положить в борьбе для того, чтобы они остались живы. Они все для этого делали раньше и будут делать и впредь. Поэтому мы должны понимать, что уничтожить, кто пришел на территорию Украины, всех, это прямой долг и обязанность украинской армии, вооруженных сил и добробатов. По-другому с ними решить вопрос нельзя. Эти люди безвольны, у них нет никаких прав, их посылают на убой, и они идут на этот убой, потому что это рабы. Самые настоящие пластилины, я их называю русских россиян пластилинами. Из них можно лепить все, что угодно. Единственное, качество не очень хорошее бывает. И можно перелепливать, если вам попадется в руки этот пластилин, вы из него можете себе перелепить другое какое-нибудь там создание. Поэтому нужно... И речь не о русских как русских, а речь о политических русских, куда входят и кадыровцы, это те же политические русские товарищи, и буряты, и другие национальности, которые служат вот этой имперской идее, имперской. А русские, которые есть в России против, о них вообще речь не идет. Это святые люди, которые реально находятся между молотом и наковальней. Ну, конечно, есть и в других местах. В Украине воюют русские, которые воюют за Украину. И, конечно, не о них речь. И так далее, и так далее. У меня самого есть друзья русские. И речь идет об имперцах. Об имперцах. И они будут до конца посылать это мясо, пытаться. А мы должны, если сейчас будет мобилизация, они готовятся к ней, принимаются законы экстренно. Мы должны сделать все, чтобы вооруженные люди, которые будут готовиться для отправки в Украину, этих людей мы должны им объяснить, что их отправляют на убой. Никаких шансов выжить в Украине у них нет. Ни одного шанса выжить в Украине у них нет. Мы это им должны четко, доходчиво объяснить. И самое лучшее для них это свергнуть банду ФСБ и взять власть в свои руки. Вот что нужно сделать русским россиянам, которых сейчас будут мобилизовать. Сейчас в первую очередь они сейчас зэков, там третьих, десятых пытаются. Они уже давно, тех, кто осужден по статьям, отбыл наказание, под следствием находится, этих людей они давно уже собирали, отправляли. Это было видно по Чеченской республике. Например, Магомед Бессултанов, если не ошибаюсь, Магомедова, по-моему, звали Бессултанов, отказался ехать воевать в Украину, начал оказывать словесное сопротивление, там, выражаться. Ну, они его просто застрелили, человека, за то, что он отказался ехать. Сказал, это не моя война, я не поеду туда воевать. И человек был просто застрелен. И это делается так, в назидание другим, чтобы запугивать, что если кто-то так откровенно выступает против, его просто расстреливают. Вводится, если будет объявлена всеобщая мобилизация, конечно же, автоматически будет вводиться, отмена будет моратория на смертную казнь. Смертная казнь в России существует, просто она временно приостановлена. И тогда людей просто будут убивать. Поэтому мы должны подготовить тех людей, которых будут на откровенно, стопроцентную смерть посылать. У них даже нету достаточного вооружения и снабжения для этих людей. Поэтому это такие одноразовые товарищи, которых будут массово закидывать. Даже если 1 к 10 они смогут убивать украинцев, да, если они отправят 1 миллион своих вот этих набранных солдат, призванных насильно на войну, то 100 тысяч для Украины погибших, 1 к 10, если будут потери, это колоссальные потери. Обычно 1 к 3 это бывает, когда штурмующие, обороняющие. Но с учетом оружия Украины, с учетом низкого морального духа оккупантов,
ну, возьмем 1 к 10 даже. 100 тысяч – это большие потери для Украины. Украина уже понесла огромные потери. И человеческими жизнями, и с поломанными судьбами, и ранениями, и колоссальными финансовыми, экономическими затратами, конечно же. Поэтому все только начинается. ФСБ отступать некуда. Нам сейчас рассказывают, что это война Путина там, и так далее. Может, это делается для того, чтобы там весь русский народ не поднимать там, и для этого говорится. Я, в принципе, сам никогда против русского народа не выступал. Я выступаю против имперского русского народа, политического русского, а не этнического, который, например, не имперец. Да, у меня нет вообще никаких проблем. А если, ну, кроме того, что они у нас совершили геноцид, и за это русским нужно извиниться и решить этот вопрос, выдав преступников, которые совершили эти преступления против нас, и восстановив моральный, материальный вред, который был нанесен нашей стране. Впрочем, как сейчас это должно сделать в отношении и Украины, и Грузии, и Сирии, и так далее. Вот как-то так, друзья. Давайте готовиться. Спасибо, Наггетс, за подарки. И так далее. Так, привет, я Анастасия. Да, я даже знаю твою фамилию, Анастасия. Логвина. Привет, я из Харькова. Но сейчас в Германии. Это очень круто. Я знаю здесь нескольких людей, которые из Харькова в Германии. Еще 4 Хаммерса нам дадут. Мало, Дэн Франк, мало 4, надо 40 их, надо 400 их. Все будет Украина, не волнуйтесь, все отлично, друзья. Ну, с учетом того, что идет война. Идет война, гибнут люди, наши люди гибнут. Это беда, конечно. Дудаев тоже так думал. А где палестинский флаг, говорит бумер? Я его тебе разрешаю повесить. Вот он, палестинский флаг, смотри. Вот этот флаг палестинский. А? Я считаю, знаешь, Палестина – это внутреннее дело Израиля. Поэтому, как когда-то палестинский представитель сказал, что Ичкерия, Чечня – внутреннее дело России, я могу ответить только взаимностью всем. Кто нас уважает и поддерживает, а Израиль поддерживал еще с первой войны нас, когда Турция слова не говорила. Маленький такой Израиль, который сам находится в тяжелом положении, поддерживал нас и высказывал ноты. Да? Ну, потом много пропаганды было против Израиля. С чем я сейчас борюсь? Ломаю стереотипы, возвращаю доброе имя и чеченцам, и евреям. Так, спасибо за подарки. Украина тоже не собирается сдаваться и будет сражаться до последнего, пока всех тузиков не уберем. Молодец, Яна, я это знаю. Так. Русские семьи меняют своих детей на холодильник из Украины. Да, да, Асламбек. Совершенно верно. Аслам. Алилия Шмаквардина. Что? Нету персоны для замеров. Могло быть и больше. Да. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Так, Украина победит. Хауха бистан вац дер сон вабист. Со ночи бусал псагух. И еврей Моуэль. Эй, дель долшо. Нету персонала для хамарсов. Было бы больше. Да, Дэн, это да, сейчас обучение идут, все отлично, все отлично. Людей обучают, готовят, и даже, знаете, когда эта война закончится, она, несомненно, закончится победой Украины. Когда война закончится, у вас будут, представьте, все эти вооружения, все эти специалисты, прошедшие тяжелейшую войну, это не какая-нибудь там Афганистан какой-нибудь, да. Это очень серьезная война. В Афганистане это такая реально спецоперация была в Афганистане. А у вас идет самая настоящая врага с самым грязным, подлым, беспринципным врагом. И я думаю,
будет очень крутой страной Украина. Но только не зазнавайтесь, ребята. Ой, как вас быстро опустят на землю, если вы зазнаетесь. И люди, и Бог. Поэтому, а так у вас все супер, ребят. До конца надо победить эту фашистскую гадину, Дион. Дион. Так, правда, что Россия до сих пор платит за 2 чеченские? Я не знаю, что такое, Константин Иванов, что такое чеченские, 2 войны чеченские, 2 чеченские. Я знаю, что у нас была русско-чеченская война, оккупация, агрессивная война со стороны фашистской России. И, к сожалению, Россия нам ничего не платит. Россия оккупировала нашу страну, выкачивает наши недра, обложила наш народ большими налогами. И более того, они вымогают деньги у населения за годы, за газ и свет, за годы активных боевых действий, когда не было не то, что света и газа, вообще жизни не было. Ад был. Вот за эти годы они требуют, вымогают миллиарды чеченского народа. Поэтому пошли вы к чертовой матери, я скажу, всем россиянам, имперцам. К чертовой матери. Так, дай Бог, чтобы война закончилась в Украине победой. Дай Бог, дай Бог. Слава Украине навеки. Героям слава, Маринка, героям. Россия это саранча нашей планеты, говорит. Да, именно так. Ичкерия должна быть свободной, Наггетс. Да, Наггетс, абсолютно с тобой согласен, с вами согласен. Именно так и будет, нет ни малейшего сомнения. Сейчас происходят колоссальные, гигантские, исторические события, и будет изменено вообще все переустройство мира. Мир будет изменен. Вероятно, с большими войнами, с большими потерями это произойдет. Но рано или поздно это произойдет. И мы, чеченцы, и вы, украинцы, будем играть не последнюю роль в новом установившемся мире. Я на это очень надеюсь. Слава Украине, слава Ичкерии, Господи, благослови Америку. Эх, если бы не эта Америка. Так, Виталик, да, Фистоксана, спасибо большое. Спасибо за подарки. Хватит заваливать меня подарки. Адамок, где он? Тогда не болтай, Адам, если ничего не можешь, где он. Справедливость переможет, да, ее. Добрый вечер, Инна, приветствую вас. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, kannst du Deutsch? Украина или Россия, Дион? Ахмад, агент ЦРУ, говорит, бьет ночи. А что-то ты имеешь против ЦРУ, Дион? Он сказал это, Дион. Так, тут тролли зашли. Зашли бедные бедолаги, тролли, которые больше заняться нечем. Они занимаются вот троллингом. Им, наверное, за это платят. Хотя зачем идиотам платить? Они могут это делать и бесплатно. Главное правильно настроить и пообещать что-нибудь. Так, друзья, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки и распространяйте наши эфиры. Германия платит мне посой, потому что я украинец. Говорит, так, нам платит Госдеп США, говорит, Ахмат. Да, уж. Хорошо тебе, Ахмат. Тебе платит Госдеп США, а ты подхолопный. Тебе не стыдно быть подхолопным? Народ России только может спасти всех вид Третьей Световой. Слава Украине, слава Ичкерии, героям слава. Мен Казахстан, Казахстан Алга, слава Украине. Вохер, Комсду, Фортуна. Вот вопрос хоть поставил, Диана. Так, давайте задавайте ваши вопросы. Дион.
Почему я не вижу некоторые вопросы, на которые вы пишете? Причем эти одинаковые вопросы с разными никами. Я в Германии живу. Что вы пристали ко мне? Вы что, еще не знаете, кто я, что ли? Пора уже узнать. Я живу в городе Гамбурге. Зовут меня Аслан Арцуев. Что еще вам сказать? Кто такие адыги? Да, Оксана, это тролли. Да, да. Я вам бажаю мир. Дуже дякую, Інна, взаимно. И я вам бажаю победы, перемоги нам всем. Я казах, Казахстан, Алга, слава Украине. Наггетс я уже понял. Героям слава. Забежал из Чечни. Привет с Берлина, привет. Расскажи, кто такие адыгейцы. Всем хорошего вечера, я бегу на работу еще. Удачи, удачи, Оксана. Так, Амад, свали отсюда по-хорошему. Люди, это не ичкерите, если он одел кепку. Адам Адамок, а ты кто? Берегите себя, народ, всем добра. Так. Наггетс, деду, Баркал, дуже дякую. Спасибо, Оксана, всем спасибо за подарки. Хватит, перестаньте его ждать, перестаньте. Так. А ты не знаешь, что такое великий народ адыгейцы и кабардинцы? Ну, о чем сейчас великий народ, о чем? Что мне надо сказать? Вам рассказать историю Адыгеи. Зайдите в Википедию. Не, Адамок, меня не ФСБ атакует, к большому моей радости большой. Меня атакует чмо такое, как ты. Черт, да и умоечу, лесу, вот кто меня атакует. А этих чертей я могу просто, мне просто неохота было вас банить. Могу вас тоннами банить, понимаете? Вы враги чеченского народа. Вы пособники русских оккупантов, понимаете? Вы враги. Враги, которым 2 копейки дают за то, чтобы писать вот здесь. Большому сожалению, вы мелкие хищники. Так, Наггетс, удачи, Наггетс, удачи. Я грузинка отправила вам, так, что мне отправила я грузинка? Лайк. Дуже дякую, я грузинка отправила вам лайк. Еще раз дякую. Ставьте лайки, распространяйте нашу ссылку на наш стрим. Добрый вечер, я грузинка. Где взять деньги, подскажи, пожалуйста. Хочу деньги, люблю деньги. Ну вот, с тобой все ясно. Ты просто обычный подхолопник, который за деньги готов мать родную продать. Вот поэтому ты тоже уходишь в бан. Просто неохота было вас дергать. Ну, вынужден, да, отвлекаться на вас. Кто такие малоросы, большерос на немецкой карте? Юрий Грайер, о чем вы говорите? Русские это холопы, но там у них есть еще подхолопные. Да, Асланбек. Дай Бог разуму всем. Да, именно так. И Игорь. Именно так. Так, друзья, давайте я вам тогда почитаю какие-то новости. Вы можете выиграть битву, но это не означает, что вы выиграете войну. Наоборот, можно взять город, но нельзя захватить сердца и умы его жителей. И украинцы демонстрируют это каждый день. Госсекретарь США Энтони Блинкен. В конечном счете я абсолютно убежден, что Путин потерпит неудачу, а Россия стратегическое поражение. Госсекретарь США Энтони Блинкен, 18 июля 2022 года.
Ребята, российскую, фашистскую Россию ждет неминуемый крах. Неминуемый, да. Друзья, я вам хотел бы показать небольшой, дать послушать небольшой ролик. Сейчас в Украину, а для меня это очень важно, для меня очень важно, в Украину очень много засылается агентуры. И пока истинные сыны Украины сражаются против открытого врага, сзади подкрадывается подлый коварный враг. Мы, чеченцы, выиграли в военном противостоянии подчистую против фашистской России. Только лишь с гранатометами и стрелковым оружием, ручными гранатометами и стрелковым оружием. Только лишь этим. 3-4 тысячи человек наших сражалось. Сейчас не выиграть Украина не может. Полностью мотивированная, вооруженная, поддерживаемая финансово, вооружением всякая Украина против абсолютно безмотивационных русских войск. Украина 100% выиграет. Но мы проиграли агентуре, которая нам засылается. Это невероятно какая сложная, большая работа, которая ими проделывается. Выделяются колоссальные деньги на это, на все. И сейчас мне очень жаль, что разные Ходорковские, разные Фейгины, Мейгины, их можно Невзорову сейчас гражданство дали. Это самый большой позор, который можно было просто вот этой администрации, тому, кто принимал решение, да, по всей видимости, это глава администрации Зеленского принимал, но подписал этот указ Зеленский. Это колоссальный имиджевый удар просто по Украине. Да? В моих глазах, в глазах всех нормальных людей, которые поддерживают Украину. И разные Мальцевы, Кальцевы и так далее лезут в Украину. Я призываю всех россиян, вне зависимости от их национальности, русский, чеченец, там, папуас и так далее. Хотя чеченцы не являются гражданами России, мы оккупированы, поэтому мы отдельная история. Но среди этих людей, которые к вам лезут, есть и люди чеченской национальности. Поэтому и от них тоже я призываю просто хотя бы на время войны прекратить все отношения, все контакты. По-другому вы не выиграете. Они как не в окно, так в дверь, не в дверь, так в подвал, через дымовую трубу, там, через печку, вот лезут они везде, вот как угодно, в форточку, в щелочку, как угодно лезут. Поэтому категорически, строго я призываю ни с кем из россиян не общаться. Перестаньте это делать, я вас призываю. Давайте послушаем то, что выложил у себя Саша Сотник про Вячеслава Мальцева. Вы знаете этого человека, Вячеслав Мальцев, это сокурсник Володина, такой засланный, такой хороший русский. Они все притворяются хорошими русскими. Кстати, у вас в Украине сейчас сделали вот этот батальон, этот батальон сделал тот же, кто поддерживает, по крайней мере, тот же, кто дал гражданство Невзорову. Как у вас его зовут, этого, которого сейчас подозревают в связях с Россией и американцами, как его фамилия-то? Как-то его фамилия есть, напишите, друзья. Поэтому вот этот флаг, который у них есть, российский флаг, белый, синий, красный, да, как у них там? Белый, синий, красный, да. Синий оставили, тут белый оставили, красный цвет убрали. Вот если красный цвет, это я про российский, не про американский. Убрали красный цвет. У них, да, Ермак, спасибо большое, убрали этот флаг, полоску красную. Я им написал, у вас красный ус отклеился, господа русские, вы тут там создаете батальон. Украинцы, конечно, можно экспериментировать, пробовать там какие-то вещи, но контроль должен быть просто жесточайший. Никаких там свободно разгуливающих русских с оружием не должно быть, если они не подконтрольны. У них просто красный ус отклеился. Все, они временно просто
сейчас притворяются какими-то нормальными. Давайте я вам дам послушать этого Мальцева. Что за имперец, который сейчас вовсе не имперец, который сейчас предлагает $1 миллиард за убийство Путина там, и так далее, тем самым привлекая внимание. Просто болтают миллиард, откуда у него миллиард? Да, ну, объявил, зато, сказали, миллиард объявил и так далее. Давайте послушаем немного Мальцева. Я надеюсь, вы услышите, что он говорит. Что-то как-то их там. Я, конечно, не западник. Это запись от 28 февраля 2014 года. Вот, он вообще не западник. Русские националисты, я смотрю на то, что хорошо для русского народа. И вот в настоящий момент я вижу, что Майдан это хорошо для русского народа, как это не парадоксально. Ну, во-первых, потому что показывает путь для нашего народа, это первое. Второе, при определенной ситуации даст возможность юго-восточной области отжать, вот уже сейчас реально можно отжать Крым. Это то, что отжать Крым. Говорили. Я далек от мысли, что как в Переславской Раде навеки с русским народом, далек я от этой мысли. То есть те области, которые были под поляками и под австро-венграми, но они, наверное, потеряны навсегда для нас, для России. А России нужно собирать земли русские. Как их собрать? Для того, чтобы собрать, нужно прежде расколоть. Вот это главный вопрос, о котором никто не говорит, поскольку все за суверенитет и территориальную целостность Украины. Но я против суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уж точно не западник. Когда я говорю, что нужно Крым забирать, когда я говорю, что нужно юго-восточную Украину забирать, да и Киев забирать. Киев никогда не был украинским городом. При царе батюшке столицей Украины был Харьков. С гербом Харькова была шестиконечная звезда, если кто посмотрит. Киев русский город был. Какой, о чем речь вообще, о какой Украине? Поэтому вот люди очень не понимают вот этого вопроса. Люди не понимают, что... Вот вы слышали. То же самое я могу сказать про Ходорковского, который плачет. Понимаете? Он приходит к Гордону и плачет, что там все так напала Россия на Украину. 8 лет нападала. Ему говорят, говорите в Украине. Он говорит, на Украине. Отжали Крым, отжали часть Луганска, Донецка. Оккупировали, убили людей, убивают людей каждый день. Ему говорят, скажите в Украине, да, потому что Украина это страна. А он говорит, нет, это правило русского языка. Теперь же, когда всех начали давить, без разбора, и так должно быть, друзья, не вытяните вы из них хороших русских, которые будут полезны. Там есть хорошие русские, которые говорят слово, надо к ним прислушиваться. Это, например, Борис Тамахин. Говорит суть проблемы. Самую суть он видит. Он уже 12 лет отсидел в тюрьмах. Он много чего видел и знает. Но у него нет финансовой поддержки, его не поддерживают спецслужбы, у него нет много денег, его все здоровье осталось в лагерях, русских концлагерях, в русском ГУЛАГе. Это больной уже взрослый мужчина, ну, к нему не прислушиваются, там, пытаются игнорировать, маргинализировать, потому что это те же Ходорковский и другие третьи его маргинализируют, потому что он говорит правду, понимаете, он говорит суть проблемы. И вот таких людей, там, Саша Сотник мне очень нравится, я доверяю Александру Сотнику. Влад Шипицын есть такой один борец, который выехал, сейчас находится в Литве, и так далее, и так далее. Поэтому вот таких людей надо поддерживать, прислушиваться, браться от них опыта, они толковые вещи говорят, и вам, украинцам, очень полезно такие вещи услышать, потому что многие пребывали просто в плену пропаганды. Вот у меня один ролик уже 300 с чем-то тысяч набрал, где украинец извиняется перед чеченцами. За 300 тысяч там просмотров набралось. И украинцы там внизу, и украинцы, и русские, и казахи там все пишут. И хорошее, и плохое, конечно, но люди извиняются. Большая часть людей извиняется, что они были обмануты, не знали и так далее.
Поэтому мы знаем, вы только столкнулись, да, среди вас есть люди, которые тоже это знают, которые давно работают в этом направлении, которые приезжали воевать, поддерживать нас, знали вот эту ситуацию, что такое Россия, что такое империя и так далее. Поэтому, друзья, всеми вот этими русскими фашистами Ходор сидит, плачет Гордону, что так плохо. Потому что всех давить будут, отбирать все будут, понимаете? На ноль просто умножать будут вот этих преступников. Поэтому вот в таком плане, в таком случае нужно нам тоже прилагать усилия и все контакты с фашистской Россией прекратить. Всех вот этих, как его, Киселев выступает. Ну что, нету разве? Украинцы не могут этим заниматься. Ну чего? Пускай на пенсию идет. Сейчас война, ты русский, давай посиди, россиянин вчерашний. Работал в этой пропагандистской машине. Я вам говорю, что вот этот Киселев очень много сделал для расчеловечивания чеченцев, для убийства этих чеченцев. Причем были грубые такие расчеловечивания, как сейчас это делает там какой-нибудь там Соловьев, там Скобеева и так далее. А были такие, как вот этот Киселев, который мягко, аккуратненько расчеловечивал. Но все равно, да, они неправы. В чем были неправы чеченцы? В чем? То, что убили русского танкиста на танке, который приехал? Или которого они взорвали там какую-нибудь колонну русских террористов, которые ехали уничтожать чеченцев? В этом неправы были чеченцы. Вот таким образом расчеловечиваем. Может, тогда и сейчас Украина не права. Бедные русские солдатики погибают. Что они сделали? Они ж только с автоматом на БТРе приехали. За что их убивать? Им всего лишь там 20 лет или там сколько наемников. Называют наемников, которые у вас воюют, контрактниками. Контрактники, они у себя в стране. А когда ведут агрессивную войну против независимой страны, это наемники, которые даже не подпадают под конвенцию. Это самые настоящие преступники, убийцы. Понимаете? Вот какой должен быть подход. Брат, а ты откуда? Я гражданин Чеченской республики Ичкерия, который проживает сейчас в Германии, город Гамбург. Маш воля там, так, мы за выход Украины Галичины знали, что такое русские в 43-м року. Мы на заходе Украины. Да, я знаю, что украинцы многие понимали, об этом говорил Джохар Дудаев. Нам опять рассказывают снова и снова, что это война. Я возвращаюсь опять к этой теме, что война Путина. Неправда. Если бы это была война Путина, то Джохар Дудаев в 95-6 году не знал бы, что эта война готовится. Понимаете? Потому что тогда еще Путина в программе не было. Он где-то там бегал вокруг, в Питере, вокруг там Собчака. Джохар Дудаев, как советский генерал, знал их секреты. Что после Чеченской республики будут остальные все завоевываться. Понимаете? Это империя. У нее вот на это, она заточена под это. Понимаете? Они будут дальше завоевывать. Пока смогут. Их нужно просто остановить, и все. Никакая это война не Путина. Все КГБшники считают, что это их война, что они должны победить. Они хотят стать неодворянством, используя украинскую историю. Без украинской вот этой славянства они не могут создать великих русских дворян. Не могут они без этого, понимаете? И эта война идет за то, чтобы Путин стал, Патрушев стали дворянами, королями, боярами. Понимаете? И украинцы должны стать рабами, подхолопниками должны стать. Потому что холопы из ФСБ хотят стать дворянами. А украинцы должны, и остальные там, кто завоеван, должны стать подхолопниками. Вот что нас всех ждет. И дальше война в мире. Понимаете? Дальше война будет, дальше убийства будут. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я. Аслан, сегодня будет эфир в Ютубе? Нет, не будет. Сегодня в Ютубе не будет. Наверное, не будет. Так. Что интриган говорит.
Так, друзья, пишите ваши комментарии. Так, друзья. Аслан, как найти вас в Ютубе? Мой канал называется Reality. Аслан Арцуев Reality наберите. На территории фашистской России мой канал Аслан Арцуев Reality запрещен, чтобы вы знали. Другой канал Аслан Арцуев называется мой Reality запрещен. И канал Аслан Арцуев тоже запрещены. Вместо этого они у себя создали там какой-то канал Аслан Арцуев, и какой-то человек или несколько людей там ведут этот канал. Они топят за войну, за это все. Против меня ведется огромная работа, ребят. Я каждый раз это повторяю, некоторым это может надоело, но вы должны понимать, что против меня ведется огромная работа. Столько лжи, столько неправды про меня пишут, распространяют. Всячески пытаются меня маргинализировать. Так, друзья, у меня опять сбои начались. Я приношу извинения. Начались сбои в интернете со связью. И связь оборвалась. И я проводил стримы через компьютер. У меня постоянно обрывы связи происходили. Решил проводить стримы через телефон. Теперь с телефона возникают проблемы. Это именно то, о чем я вам рассказывал, когда связь оборвалась. Всячески пытаются помешать мне говорить, доносить правду, друзья. Так, я постараюсь еще поотвечать на ваши вопросы. Так, я хотел вопрос только задать. Так, что новость пошла, что в Ичкерии готовятся к боевым действиям, хотят снести Кадырова, правда? Я не слышал этой новости. Чеченцы пережили геноцид, и чеченский народ находится в заложниках. Сейчас у нас нету ни вооружения, ни людей, готовых возглавить, за которыми пошел бы народ уставший после тяжелых сражений. Мы набираемся сил, мы можем делиться опытом, мы можем вам рассказывать, как быть, что делать, помогать вам. Но сейчас чеченцы не будут воевать. Да, наши специалисты у вас есть, тысячи чеченцев уже в Украине находятся. Есть высококлассные специалисты, которые вам там помогают. И пускай помогают, специалисты там должны быть. А простые люди пока должны набирать сил. Так, давайте ваши комментарии, друзья. Миру мир, армянам деньги, говорит. Так. Да, уж ждем. Вот такие вот дела, друзья. Вот так нам мешают всячески. Обрывают связь. Я не знаю, как у них это получается. На территории фашистской России запрещают. Про меня пишут тонны просто грязи. Много полезных идиотов им этому способствует уже. Но есть, конечно же, очень много людей, которые нас знают, с которыми мы ведем вот эту информационную борьбу. Будем продолжать. Очень серьезные люди нас поддерживают, знают, доверяют нам. Поэтому все будет Ичкерия. И им ничего не удастся. Знаете, как-то Шамиль Басаев сказал, что достаточно одного человека, который может сесть за компьютер и сделать то, что не сделает целая армия. Вот мы занимаемся именно этим. И
победа будет за нами, враг будет разбит. Ты сам откуда, брат? Я из свободной Чеченской республики Ичкерия, да он. Так, Гилаевский спецназ к нам зашел, да он. Итак, друзья, я тогда на этом свой стрим закончу, чтобы нормально закончить этот стрим. Мы более часа говорим. Я его выложу у себя на канале в YouTube. Канал называется Reality HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Это наша правозащитная организация, которая проходит регистрацию сейчас тут в Германии. Заходите на мой канал Reality. Так что вот так вот. Так, Ховар Аслан, цу Вицнак. Хавицнак было. Так, пиши ответ, или я уже выключаюсь. Вовки Украины с вами. Яков Потошский. Все, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего, друзья. Обязательно увидимся. Слава Ичкерии, говорит. Героям слава. Аслан Маш Ойл юзер. Адикер Маш Ойл. Всего хорошего, друзья. До свидания. Басаев светит бывает. Сослух, их ечется, видите, говорит Ешуа. Да, всего самого хорошего. Адикер, друзья.